Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня вебинар проведу для вас я, учитель класса детей со сложной структурой дефекта Журавлева Елена Васильевна. И сегодня мы поговорим с вами о важной такой проблеме, как формирование жизненных компетенций в работе с детьми со сложной структурой дефекта на уроках социально-бытовой ориентировки. Тема сложная, но очень интересная. Основным признается овладение ребенком со сложной структурой дефекта не знаниями, а определенными, доступными и необходимыми для самостоятельной жизни в обществе практическими действиями и умениями. Идея работы с детьми со сложной структурой дефекта – это для ребенка, вместе с ребенком, исходя из возможностей ребенка. При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит компенсирующий характер, определяя приоритет жизненных социальных компетенций над академическими. Подразумевается, что, конечно, важнее для человека это владение жизненными компетенциями, а тем более для ребенка не совсем здорового. Роль уроков социально-бытовой ориентировки в процессе обучения и воспитания обучающихся коррекционных школ незаменима, так как здесь формируются знания, практические умения и навыки, посильное участие в труде и общественной жизни, приобщение к социальным нормам, формирование представления о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания. Также привитие навыков, воспитание культуры межличностных отношений между детьми, поведение в школе, дома, на улице, уход за одеждой, за обувью, за своим жилищем, приготовление пищи, умение пользоваться услугами различных учреждений, торговли, связи, медицины, общественного транспорта, службы, быта и тому подобное. Также умение рационально распределять и вести бюджет семьи, заботиться о своем здоровье. Все эти темы, конечно, очень важны в нашей жизни, и детей наших нужно научить этому. Ведь компетенция – это знание в действии. И сегодня мы об этом с вами поговорим. Учащиеся класса, в котором я работаю, обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с ССД, разработанной в соответствии с программой специальной общеобразовательной школы для глухих детей. Немножко расскажу, дам краткую характеристику класса, контингента учащихся, чтобы вы имели представление о том, как работать именно с детьми сложными по здоровью. Все учащиеся класса имеют нарушения слуха, глухие, нарушения интеллектуального развития и другие множественные нарушения, такие как сахарный диабет, гипертензионно-гидроцефальный синдром, миопия, катаракта, хронический отит. Нарушений очень много, это множественные нарушения. Обучающиеся имеют кохлеарный имплант. Операция детям была проведена поздно, в 10 и 11 лет, что влечет тяжелые речевые нарушения. Это дети с резко ограниченным уровнем развития речи, значительным отставанием в развитии психических функций, многообразными нарушениями познавательных процессов и произвольной деятельности. Их характеризует кого-то заторможенность, кого-то, наоборот, расторможенность и импульсивность даже, неравномерная работоспособность, быстрая утомляемость. Так, у всех учащихся отмечается крайне низкий словарный запас, грубо нарушены все компоненты речи. Я не сказала, что все детки также больны еще ДЦП. По причине ДЦП наблюдаются большие проблемы с развитием мелкой моторики, с развитием координации. С этими детьми работаем с самых младших классов, со 2 класса, и в данный момент они обучаются в 9 вспомогательном классе. Поэтому сегодня мы посмотрим такую вот лесенку, по которой шагали дети. Так, социально-бытовая ориентация детей с ССД существенно затруднена в силу ограничений, наложенных дефектами, о которых я сегодня вот сказала. Обучающимся очень трудно освоить образцы решения социальных и бытовых задач. Дети с нарушениями слуха испытывают большие трудности в социальной адаптации в силу крайне ограниченного словарного запаса. Формирование у учащихся специальных коррекционных школ жизненных компетенций осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса. Этому способствует содержание всех без исключения учебных дисциплин. Но предмет СБО направлен непосредственно на решение обозначенной проблемы. Программа СБО составлена по концентрическому принципу. В течение всего времени изучения предмета основные разделы повторяются из года в год, дополняясь новыми сведениями. Это способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Так, и сегодня мы пробежимся по классификации жизненных компетенций, рассмотрим, каким же образом дети овладевают этими компетенциями. Большое внимание уделяется сохранению здоровья обучающихся. В рамках уроков СБО вместе с детьми оформляется уголок здоровья. В нем отражены правила здоровья, а также правила здорового питания, которые вместе с детьми были составлены на уроках. Сейчас мы немножечко маленький фрагмент посмотрим именно о правилах здорового питания. И вы будете иметь представление, что за дети.
детки сложные по здоровью, именно поэтому и уделяется такое большое внимание сохранению их здоровья. Полезно. Вредно. Так. Для начала я вам дам вот такую карточку. Подумайте, что лишнее. Хорошо? Каждый сам. Втягивай любую. Встаньте красиво, говорим хорошо звуки. Никита, начинай. Никита. Где Никита? Никита. Ты Никита? Плохо, но опять нету. Лишнее. Что? Вот, как раз его вытащил. Вредно или полезно? Верно. Доминика? Я думаю. Думаю. Что? Может, яйцо? А что? Конфеты. Так, почему? Вредно. А почему вредно? Зубы болеть будут. Много конфет кушать нельзя. Кто-то у нас кушал недавно целый пакет. Потом зубы выпадут, и к врачу надо будет идти. Так, можно кушать одну, ну две, не больше. Так, Рома. Что? Торт. Почему? Вредно. А почему вредно? Вкусно. Один кусочек. Можно два. Когда праздник, большой праздник, можно два скушать. Так, мы немножко посмотрели маленький фрагмент урока. Именно со здоровьем сберегающими технологиями, с использованием этих технологий. В своей работе активно используем вот как раз эти технологии, чтобы обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья. Стараемся сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. В классе нашем сложилась система работы по созданию здоровьесберегающей среды. Ведется тетрадь у каждого ребенка, дневник здоровья. В ней ребята указывают, сколько каждый месяц было дней с ясной и пасмурной погодой именно по здоровью. Вот вы видите сейчас как раз такую тетрадь, в которой прописаны правила здоровья и напечатаны как раз дни, где дети отмечают, красным отмечают те дни, когда они болели, зеленым дни, когда были здоровы. Также отмечают каждый год рост свой и вес и прописывают, насколько они подросли. Так, дни здоровья ежегодно проводятся у нас, не только ежегодно, бывает, что и весной, и осенью, бывает и зимой, зимние дни здоровья тоже проводят. Благо у нас вокруг школы очень хорошая такая оздоровительная зона, Сосновый Бор. На уроках также осуществляем профилактику нарушения осанки, проведение разнообразных активных минуток здоровья, смена поз деятельности, частая смена видов деятельности, активный двигательный режим, физминутки для укрепления опорно-двигательного аппарата, что так важно для детей с ДЦП, упражнения на развитие координации. Вы видели, что во время урока буквально стояли детки минуты 4, наверное, и достаточно сложно было просто стоять. Контроль за правильной посадкой, элементы массажа активных точек, такие задания, как растирание ладоней, подушечек пальцев, массаж стоп, но тоже массаж стоп далеко не всем показан. Один мальчик у нас совершенно недопустимо даже для него массаж, поэтому все это сугубо индивидуально. Динамические паузы, подвижные игры на переменах, прогулки с играми. Хочется сказать, что начинали мы с того, что детки, как я сказала, ровно ходить практически не могли, было, тем более нечего сказать даже про бег, то сейчас, к концу обучения, мы участвуем в смотре, конкурсе строя и песни, посвященном Дню защитников Отечества, где дети идут строевым шагом. Это говорит о многом, конечно. Также участвуем в фестивалях спорта, ГТО в нашей школе, участвуем в различных соревнованиях. Мальчик один у нас занимает призовые места по плаванию среди детей с ДЦП.
Участвуем в республиканском турслете «Рюкзачок здоровья». Также устраиваем, организуем встречи с паралимпийцами, выходцами нашей школы. Так, конечно, уделяем большое внимание режиму дня, разбираем пользу с детьми режима дня. Сейчас я покажу вам маленький фрагмент, именно как дети раскладывают этапы нашего режима дня в школе. Так, подойдите сюда, карточка. Задание уже такое делали. Думаем. Утро, день, вечер, ночь. Не смотрим, не ищем. Любая попалась, думаем, куда ее поселить. Берем. Пожалуйста. Опять хитришь, да? Так. Я тебе сама, да? Думаешь, да? Да. Думай. Ребята, быстрее! Быстрее долго! Хитришь опять? Да. А где сета у тебя? Хорошо. Хочется сказать об этом эпизоде немножко. Вы заметили, наверное, что на карточках на всех есть таблички со словами. Для того, чтобы дети усваивали словарь, запоминали его. Частое проговаривание, прочтение дает возможность лучшего запоминания словаря по данной теме. Режим дня, конечно, отработан достаточно хорошо, но вот тут в задании детям было достаточно сложно, они путали. Так, осуществляем профилактику нарушений зрения. Гимнастика для глаз проводится, соблюдение норм гигиены чтения и письма, соблюдение норм освещенности классного помещения, применение индивидуальных тренажеров для глаз. Также развиваем мелкую моторику. Это элементы суджок-терапии, пальчиковая гимнастика. Работаем над развитием длительности дыхания, использование дыхательной гимнастики, использование разнообразных пособий для развития длительности воздушной струи и плавности дыхания, что особенно полезно детям с ДЦП. Так, вот маленький фрагмент именно того, как мы проводим дыхательную гимнастику. Минутка здоровья. На уроках мы с вами много минуток здоровья делаем. Сейчас будем дуть так же, как и ветер. Так. Так, ребята, носиком берем воздух, дуем долго. Ничего не вижу. Не шевелятся занавески. Свеча у тебя не двигается. Еще раз. Носиком взяли воздух. Я слушаю, кто долго. Сейчас по-другому, прерывисто. Взяли воздух. Еще раз. Плечи не поднимаем. Носиком берем. Практически у тебя не шевелится. Сегодня слабый ветер у тебя. Все, достаточно. Так, проводим психогимнастику и элементы биоэнергопластики. Элементы биоэнергопластики, конечно, мне очень нравятся. С младших классов мы проводим эти упражнения. Биоэнергопластика – это содружественное движение кончиков пальцев, кончика языка и глаз. На первый взгляд это кажется очень просто, на самом деле это достаточно сложно, когда из элементарных упражнений двигаем глазами влево, язычком влево, пальчиками влево, потом вправо. Когда содружественное движение, тогда дети выполняют правильно. Стоит только дать установку, что глазки и язычок вправо, а пальчики влево, все теряется. Постепенно, конечно, это нарабатывается, и
Этими упражнениями мы заставляем многие зоны мозга работать плодотворнее. Так, ну и упражнения по психогимнастике, всем известные. Так, большое внимание уделяем соблюдению личной гигиены. Проводим рейды чистоты, проводим беседы по личной гигиене, чтение с обсуждением литературных произведений, посещение стоматолога, врача-гигиениста, контроль за чистотой ногтей, кожи и волос. Ребята, в озеро чистоты нам приготовили задание, посмотрите. Грязючка и Майдадыр. Майдадыр любит чистоту, а грязючка любит грязь. Мы с вами любим тоже чистоту или грязь любим? Грязь любим? Нет, не любим. Чистоту любим. Вот сейчас будем смотреть. Разные правила и думать, куда, в грязючки их поселим или к Майдадыру. Так, первое правило, вместе читаем. Чистить зубы. Я слушаю, кто говорит хорошо звуки. Так, полезно ли вредно? Плохо говоришь, Рома. Вот. Так, применяем фитотерапию по принципу «не навреди». С учетом заболеваний учащихся по медицинским показаниям принимаем профилактические травяные чаи. Эта традиция тоже идет у нас со 2 класса. И по сей день мы пьем профилактические травяные чаи. Детям это очень нравится. Мы теперь уже завариваем их сами. Травки. Мы с вами много раз уже пили чай, верно? Да. Вкусный чай с травами, чтобы не болеть. Идем все вместе. Айболит опять налил чай вам. Доминика, быстрее! Пожалуйста. Пожалуйста, вкусный чай? Вкусный? Сядьте. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. На уроках СБО дети в игровой форме осваивают секреты правильного питания, узнают об основных питательных веществах, полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, о правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета. Как обобщающее, было проведено мероприятие с родителями «Смак здоровья», в рамках которого обучающиеся применили все полученные на уроках СБО знания о пользе и способах приготовления пищи. Здесь большими помощниками, конечно, нам были родители. Они привезли необходимые продукты, фартуки, колпаки, разделочные доски, ножи, подготовили разные приспособления для украшения блюд. Дети подготовили свое рабочее место, команды придумали название и составили меню. Также приготовили в рамках этого мероприятия, дети с родителями приготовили вкусные и полезные блюда, защищали их и пробовали. Вот здесь фоторепортаж о том, как проходило наше мероприятие. Здесь как раз команды родителей разложили свои продукты, прописали меню, то, что они будут делать. Это должно было быть полезное блюдо. И нарезают дружно. Здесь уже готовые блюда у нас представлены. И в конце мероприятия, конечно, мы за вкусным дружным столом всей нашей группой. Естественно, у нас были и победители, которые были награждены грамотами. Так, все это является хорошей подготовкой к жизни, формированием социальной адаптации детей со сложной структурой дефекта. Родители поддержали идею составления меню здорового питания дома и продолжают вместе с детьми планировать меню, фиксировать его, готовить полезные блюда дома, в выходные дни и во время каникул. Так как детки всю неделю находятся в школе-интернате, именно на выходные дни они дома отрабатывают вот эти полученные знания и умения. Также очень полезным оказался мастер-класс родителей по украшению блюд. Проводили его именно родители. Так, дети с большим желанием украшали свои блюда красиво вырезанными овощами и фруктами. В дальнейшем работа по формированию правильного питания будет продолжена. Так, надо сказать, что в силу того, что словарный запас очень беден у детей с нарушением слуха, мы используем папки-помощницы, которые очень помогают в нашей жизни.
помогают по истечении темы. Ребенок, конечно, сначала запоминает эти слова, где представлена еще и наглядная картина, да, а в будущем он может всегда обратиться к этой папке-помощнице, если что-то забыл. В папке помощницы также и прописаны алгоритмы, с помощью которых ребенок может выполнить то или иное действие. Глухие дети лучше запоминают внешние признаки, алгоритмы, трудно осознаются и запоминаются внутренние логические связи, особенно для детей с нарушением интеллекта. По зрительной опоре запомнить всегда проще. Папки-помощницы значительно облегчают восприятие и запоминание учебного материала глухим учащимся. Так, большая роль, конечно, на уроках социально-бытовой ориентировки несут большую роль экскурсии. Это важная часть уроков СБО. Так, они несут огромную роль в социализации обучающихся с ССД. Вот хочется сказать, кажется, такая элементарная вещь, как проехать на автобусе. Но наших деток мы обучали достаточно долго вот этому. Мы сначала познакомились, конечно, с правилами, как нужно себя вести в автобусе, как нужно оплачивать проезд, играли в сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры, а потом апробировали все это на практике, выезжали в город из школы именно на автобусе, приходили на остановку, кажется, такая элементарная вещь, как оплатить, но детей ставила в тупик. Учились правильно проговаривать вот это, даже если было непонятно кондуктору, учились повторять, не стесняясь, повторять еще и еще раз, покупать билет, уступать место, если нужно было. Так, экскурсия была в пожарную часть, также дети познакомились с устройством пожарной машины, с оборудованием. Пожарные познакомили, как они проводят, как тушат пожары. Конечно, детям было это все интересно. И подобно, конечно, экскурсии проводятся и в магазины, в парикмахерскую и прочее. Так, вот была экскурсия на почту. Тоже было детям очень интересно, каким образом попадает письмо домой. И мы писали письмо. Хоть некоторые дети живут совсем близко, но писали письмо, отнесли на почту, отправили его, запечатали в конверт. Тоже кажется вот элементарная вещь, но деткам хотелось пронаблюдать вот этот маршрут, как же письмо или посылка идут до дома. Так. Важным компонентом является следование человеком принятым в обществе нормам морали, правилам поведения, уважение к окружающим людям, толерантность. Это все, конечно, когнитивная компетенция. Это система способностей, позволяющая познавать окружающий мир, природную и социальную среду, самого себя. Она охватывает знания и опыт личности, черты характера, любознательность, внимательность, мотивацию. Большую роль здесь играют сюжетно-ролевые игры, о которых я немножко уже говорила. Сюжетно-ролевые игры – это один из самых эффективных способов социализации, коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения «учить, играя». Трудности возникают из-за неумения учащихся выражать свои мысли, из-за неуверенности в себе, невозможности детей самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, из-за эмоциональных и поведенческих особенностей. Немаловажное значение для создания нужной обстановки, конечно, здесь имеет реквизит. Сюжетно-ролевая игра – это воссоздание тех или иных бытовых ситуаций, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни. В каждом разделе курса СБО есть темы уроков, на которых для лучшего усвоения материала необходимо проведение игр с распределением ролей между участниками, которые вступают в определенные отношения в различных ситуациях. Эти игры применяем при изучении тем в автобусе, у врача, в гостях, на почте и других. Вот, например, опыт. Началось все с сюжетно-ролевой игры на почте, проговорили как раз, сходили на экскурсию, поиграли в классе, и за артистизм исполнения роли почтальона во время проведения предметной недели наш почтальон был награжден за артистизм исполнения роли почтальона. То есть так хорошо я выполнил эту роль. У обучающихся с нарушениями слуха словарный запас очень беден, как мы уже многократно говорили. Зрение имеет огромное значение, позволяет принимать разнообразную информацию об окружающей действительности. Дети часто не умеют отвечать на вопросы, строить диалог. Поэтому наглядные опоры, содержащие схемы-ответы по разным темам, очень помогают обучающимся. Это может быть составленный диалог с вопросами и вариантами ответов продавца и покупателя, кондуктора и пассажира автобуса. Технология обучения предусматривает активную деятельность воспитанников по освоению социального опыта. Используя эти словесные опоры, обучая детей правилам общения по телефону, например, проводим игру-инсценировку «Телефонный разговор».
Перед разыгрыванием вспоминаем правила разговора по телефону. Далее предлагаем детям небольшие сценки, которые, конечно, очень затруднительны для глухих детей без подготовки. Например, задание «Предупредите по телефону учителя о том, что вы заболели». Или если вы хотели позвонить своему товарищу, но ошиблись номером, что вы будете говорить? Конечно, глухой ребенок без подготовки, он просто отключит телефон. Или будет в состоянии ступора, не зная, что дальше сказать. Такое задание, что вы увидели, что у соседей из окон идет густой дым, куда вы позвоните и что скажете. Либо возможность, умение вызвать скорую помощь заболевшему человеку и так далее. Вот все эти небольшие сценки отрабатываются сначала. Даже будучи тесно мы работали с учителем индивидуальной работы, она находилась в своем кабинете, мы в своем, и учились прямо звонить по телефону, проговаривать все то, что нужно в данной ситуации. Учились писать СМС-сообщения также. На уроках СБО глухие дети также знакомятся с различными нормами и правилами поведения, анализируют разные ситуации. То, о чем я говорила. Сюжетно-ролевая игра проходит, например, в театре. Сначала мы проводим ее в классе, потом идем в сам театр и смотрим, насколько эти роли дети уже усвоили. То же самое в кафе, в магазине, вот, в музее. Также проговаривались неоднократно правила проведения дня рождения. Ведь умение принимать или дарить подарок – это тоже умение, и этому надо научить. Умение сервировать стол. Дети в последнее время уже делают это самостоятельно, но такой долгой была дорога к правильному созданию вот красивого стола. Также знакомились с правилами проведения, например, похода. Здесь тоже была проведена большая подготовительная работа, словарная работа, где обговаривался словарь, который нам потребуется. Здесь на фотографии вы видите, как мы учим детей при необходимости разводить костер и тушить костер в походе. Разумеется, есть игры, проводятся игры в походе, но и в обязательном порядке мы проводим сбор мусора. Не только за собой убираем мусор, но и тот мусор, который нашли в походе. Конечно, здесь нужна работа по обговариванию правил поведения в лесу, правил поведения у водоема, потому что мы ходим близко к водоему. Следующая компетенция, которую мы рассмотрим, это эмоционально-волевая компетенция. Это совокупность способностей, которые позволяют человеку управлять своими эмоциями, избегать конфликтных ситуаций, конструктивно решать проблемные вопросы. Это одна из важных таких компетенций, жизненных компетенций, которые нужны ребенку. Например, урок по теме решения конфликтов помогает детям научиться решать конфликтные ситуации. Объяснение глухим обучающимся такого понятия, как конфликт, мы проводим с помощью жестов. Посмотрите, пожалуйста, фрагмент. Наша. Конфликт. Как это? Что за жест конфликт? Конфликт, как два петуха, да? Конфликт, ссора. Ссора еще. Спор. Что такое спор? Спор, когда два человека спорят. Ну, спор бывает добрый, а бывает и не очень добрый, да? Бывает, что спор приводит к конфликту. Даже так говорят, живут как кошка с собакой, потому что часто кошка и собака не дружат, да? Часто дерутся, бывает даже кусают. Так вот мы посмотрели, каким образом было введено понятие конфликт, отработались жесты, связанные с этой темой. Глухим детям достаточно трудно освоить новые понятия, особенно такие абстрактные, как, например, понятие компромисс. И вводим его на примере жизненных ситуаций. Сегодня мы познакомимся с новым словом. Это слово компромисс. Прочитайте, пожалуйста. Компромисс. Компромисс. Что же это такое? Я уступить, договориться. Когда договориться могут люди. Вот идет спор. Два человека спорят. Помните, как у нас было? Один стул делили Рома и Никита, да? Значит, мой, нет, мой. А как можно было поступить? Долго ребята ссорились? Как сделать? Что можно было? А что сделать, чтобы спора не было? Ну, поломать, разделить стул. Да. Вот так его распилим его, разделим. Нет, а что сделать? Можно было вместе дружно пойти поискать, где второй стул, да? Сказать, давай, ладно. Или друг другу. Закрепить понятие компромисса, которое было введено, можно тоже на жизненном примере. Попробуем найти компромисс. Встаньте,
Идите сюда. Посмотрите, прочитайте, пожалуйста, что написано на экране. Мозг. У вас тоже есть узкий мозг. Подождите, слушайте. Вам нужно по этому мосту пройти. Но пройти вдвоем вместе нельзя. Нужно по одному пройти. Узкий мост, маленький. Там внизу очень глубоко. Пропасть глубоко. Можно упасть и погибнуть сразу. Ясно? Подумайте, как, что сделать. Подумайте, договоритесь, иди сюда, Доминика. А ты сразу уже пошла. Договоритесь, как можно сделать. Вот, уступить можно, уступить. Так, ну давай, иди вставай сюда обратно. Договаривайтесь. Иди первый. Иди первый. 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 Так. Пожалуйста, можно сказать. Можно так решить? Можно. И тогда никто не упадет вниз. Уступили друг другу, да? Вот мы посмотрели, как можно такое понятие, как компромисс, попробовать именно на примере жизненном. Довольно сложно проводить анализ ситуации отношений детей в семье и в школе. Этому тоже нужно научить найти выход из конфликтной ситуации. Так, ребята, поговорим о конфликте. Между тем и тем бывают конфликты. Посмотрите, первая картинка. Кто спорят? Кто? Кто там? Взрослые? Да. Взрослые, посмотрите на первой картинке. Малыши, дети спорят, делят игрушку. Да. Так, бывает у вас Вика и Ярик спорят дома? Бывает такое? Ссорятся? Ругаются? Да, круга. Бывает, а плачут потом. У малышей бывают такие ссоры. Ты сестра старшая, что можно сказать? Как помочь можно? Такой. Успокойся, сказать верно. Можно вот так за шиворот растащить? Можно? Нужно объяснить. Физически сильно не надо наказывать, нужно говорить. Нельзя. Зачем шумите? Можно наказать, сказать, уберу игрушки, не дам игрушки, понятно? Никита, у тебя Богдан тоже бывает, плачет, злится? Так, ладно, дальше идем. Посмотрите, вот мама и дочка, мама и сын, папа может точно так же конфликтовать с сыном или с дочкой. Бывает такое? А у вас с мамой бывают конфликты? Бывают? Часто, много раз. Редко? Редко, мало. Постарайтесь маму слушать. Вы всю неделю здесь, понедельник, вторник, среда, все здесь в школе находитесь. Дома только выходные, суббота и воскресенье. Постарайтесь слушаться маму, внимательно слушать, помогать. Мама скучает без вас, понятно? Так, следующее. Мама, папа. Мама и папа. Бывает такое? Бывает, ссорятся. Это хорошо или плохо? Плохо. Конечно, надо спокойно маме и папе потом сказать, не надо ссориться. Нужно спокойно разговаривать, да? Потому что ссоры мешают всем, и взрослым, и детям. Так, в школе бывают конфликты? Учитель и ученик бывают. В школе есть такие учителя у нас? Или нет? Нет? Все добрые? Да, ну хорошо. Так. Также очень помогают минутки релаксации для снятия напряжения, для создания положительного эмоционального состояния. Вот в эпизоде, который вы сейчас увидите, также будет представлена дыхательная гимнастика, которая очень нужна детям, и расслабляющая музыка. Слушайте, у каждого из нас есть сердце. Есть? Где у нас сердце? В Нике здесь, в Никите здесь, правильно. А в природе есть солнышко, я вам говорила, да? Солнышко. Солнце светит и греет, дарит нам свою теплоту, тепло, заботу свою. Когда солнце, тогда и настроение хорошее. Давайте мы с вами тоже добавим в наше сердечко чуть-чуть тепла. Добавили? Сердце стало побольше. Давайте еще туда положим заботу. Что такое забота? Помощь малышам, например, или старым людям. Да. Еще добавим туда ласку. Что такое ласка? Ласка, конечно, ласка.
поласкаем, да, малышей, к маме ласково, к учителю, к другу. Сердце стало большое. Человек, у которого большое сердце, говорят об этом человеке, добрый, хороший человек. У него горячее, большое сердце. Понятно? Я хочу, чтобы вы такими людьми были. Добрыми, ласковыми, помогали во всем. Хорошо? Все, немножко отдохнули, дышим. Очки приготовили через нос. Еще раз. Еще раз. Молодцы. Хорошо. Ребята. Очень трудно знакомить детей с абстрактными понятиями и закреплять их. Вот приведем пример сейчас проведения словарной работы по теме качества личности. У вас перемешаны разные слова. Здесь есть слова теплые, добрые. Нужно их вот сюда, в эту колонку. Есть слова, которые показывают не очень хорошие человеческие качества. Такие грустные, злые, может быть. Их нужно сюда, понятно? Называем, показываем жест. Давайте. По одному давай. Никита. Хорошо читаешь, чтобы гости понимали, что читаешь. Слезы, слезы. Куда их? Сюда, к солнышку или к тучам? Так, взаимопонимание. Вот сюда можно, бывают слезы радости. А когда они, например? Например, Доминика получила 5. Домой приехала, показала маме в дневнике. У мамы слезы радости, да? Так, ладно. А можно было вот сюда слезы? Бывают? Тоже бывают. Обидно, когда, например, да? Так. Дальше, Доминика, читай. Доброта. Доброта, хорошо. Никита, слушайте друг друга. Вместе работаем дружно. Так, дальше. Мир. Что такое мир? Мир, хорошо. Дальше. Крик. Крик. Это хорошо или плохо? Плохо. Никогда крик к хорошему не приводит. Вы видите, когда словами они объяснить не могут, они показывают жестом, как понимают это слово. Дальше. Что такое трудное слово? Нежность. Что это? Нежность, Доминика, помогай. А? Нежность? Нет. А куда? Никит, туда или туда? Как вот думаете? Правильно. А что это такое? Нежность. Доброта. Понятно? Говорят, нежная какая. Мама, когда ласково гладит, вот это тоже нежность. Ссора. Ссора, верно. Красиво, Никита, не понимаю сегодня, что говоришь. Лад. Что такое лад? Ладно, согласие. Ладно. Согласен, когда хорошо. Подожди секундочку. Никита, вот говорят иногда в доме мир, да, лад. То есть все спокойно. Угу. Дальше. Боль. Куда боль прикрепишь? Куда прикрепишь? В этот или в этот? Столбик. Верно. Так, ребята, говорить не надо, это все вместе, вот, и сюда, и сюда, и сюда, все негативные, такие не очень хорошие слова сюда мы кликаем. Ребята, боль бывает, например, болит сильно голова, бывает, а еще бывает боль, когда кто-то обидел, и очень тяжело бывает, слезы, да, Доминичка, знаешь, болит сердечко даже, обидно, вот тогда возникает душевная сердечная боль. Прикрепляй. Также очень полезен на уроках СБО такой прием, как копилка полезных советов. Мы ее применяем в конце изучения почти каждой темы. Верничка, последнее задание – это копилка полезных советов. Мы сейчас подведем итог, вспомним все, о чем мы сегодня говорили. Пожалуйста, идите сюда. Читаем правила и показываем, что вы поняли. Не перебивай. Так, не перебивай, что такое, не перебивай. Вот мы разговариваем с Доминикой.
Подошел и перебивает. Миш. Не мешай, можно сказать. Ща. Не мешай, правильно думаешь. Не мешай, подожди. Подожди. Обычно часто так дети маленькие делают, да? Вика делает так? Да. Так, клади, Танечка. Умение слушать. Так, Слушать. умей слушать, пока тебе объясняют. Слушай, а не делай что-то другое. Слушай, послушай, что тебе говорят. Так. Так, значительная часть уроков социально-бытовой ориентировки отведена знакомству с бытом и укладом жизни, знакомым с условиями жизни в городе и в деревне. Создаем вот такие макеты, где все подписываем. Вы видите, что около каждого предмета, что в деревне, что в городе, есть табличка маленькая, подписана самими детьми. Где-то напечатано, где-то подписано. Знакомим с такими понятиями, как цирк, зоопарк, школа они знают, конечно. Этот макет конкретно создавался во 2-м, наверное, или в 3-м классе, достаточно давно уже. Вот. Но в деревне, конечно, было очень много незнакомых для нас слов, таких как печка, двор, огород, все, что растет на огороде. Достаточно сложно было сено, конюшня. Все вот эти слова отрабатывались именно на макете. Дети достаточно долго играли с этим макетом, и словарь, конечно, пополнялся. Разумеется, были опоры и в папках-помощницах. Так, узнаем особенности жизни, уклад, быт, знакомимся с незнакомыми словами, о которых я сказала. Вот здесь конкретно было такое задание, у детей были тексты, описание, например, деревни, и нужно было найти именно тот кусочек, ту картинку, которая подходила бы под это описание. И наоборот, было задание наоборот, когда были детям даны иллюстрации, и к этим иллюстрациям они подбирали подходящие предложения. Так, посещаем музеи с целью знакомства с историей жизни людей в разных районах Коми. Знакомимся с традициями. Так, воспитываем любовь к своей родине. Обобщив все полученные знания, участвуем в проекте «Нет родины краше. Моя малая родина», где дети собирали материалы и представляли о своей малой родине, представляли их в таком проекте. Рассказывали каждый о своей родине. Один из проектов, вот, «Моя родина Устильма», вылился у нас в большое мероприятие, где перед ним, конечно, была проведена большая подготовительная работа, где проговорили все традиции именно этого района, из чего состоит наряд, костюм традиционный, что такое праздник Горка. По возможности мы с теми детьми, кто живет в Устильме, мы даже посетили музей, сходили на саму горку, поводили хороводы. А на мероприятии отчетном мы попробовали, даже играли, водили хороводы также, какие-то традиционные игры провели, играли в игру «Зеваха». Всем мероприятие, конечно, очень понравилось, особенно тем, кто из этой Устильмы как раз и есть. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, проводим встречи с ветеранами, интересными людьми. Так, совместно с родителями в рамках уроков СБО были подготовлены доклады о ветеранах Великой Отечественной войны, дедах и прадедах наших учащихся. Проект назывался «Защитники в моей семье». Это тоже немаловажная часть нашей жизни, потому что дети даже не знали, в принципе, как зовут их дедушек, тех, кто воевал. И подготовили мы вот такого рода, и готовили презентации и папки, подготовили фотографии, дети выступали, рассказывали о подвигах своих дедушек. Собранные и оформленные материалы были представлены в школьном проекте «Помним ваш подвиг» и на республиканском конкурсе детского литературного творчества «Незабудки», посвященном 70-летию Победы. Вот как раз детки рассказывают о своих дедушках. И работы наши не прошли бесследно, они были отмечены дипломом за участие в проекте «Помним ваш подвиг», и была выражена благодарность из библиотеки за участие нашему ученику в творческом конкурсе, в республиканском конкурсе детского литературного творчества «Незабудки». Так, а сейчас рассмотрим следующие жизненные компетенции. При изучении темы бюджет мы познакомили детей с такими очень сложными понятиями, незнакомыми для детей, конечно: семейный бюджет, доходы, расходы, коммунальные расходы и квитанция.
Эта тема была, на первый взгляд, вообще очень сложная, когда детки владеют определенным набором, словарным запасом, и те слова, которые они очень редко употребляют, а то и не употребляют совсем, тут для них было сначала знакомство было очень трудным. Сначала, конечно, обговорили, что такое семейный бюджет, опять привлекли родителей, выяснили, что такое доходы, что такое расходы, из чего состоит семейный бюджет, да? Что это такое, что за доходы, что такое пенсия, что такое заработная плата, что такое стипендия. Все это детям, конечно, оказалось очень интересно. Мы собирали вот в кошелек прям таблички, из чего состоит. Узнали, каким образом собирается этот кошелек. Каково же было разочарование детей, когда мы стали говорить, на что же тратятся эти деньги, расходы. И оказалось, что расходов-то на самом деле больше намного, чем доходов. Также познакомились с понятием коммунальные расходы, узнали, что такое счетчик электричества, счетчик воды, счетчик газа. Научились высчитывать, сколько нужно оплачивать по счетчику за электричество, научились решать вот эти задачи. Пробовали вместе с родителями, заполняли квитанции, примерно привозили родители свои квитанции, дети примерно писали, как они думают, какую сумму платят их родители там, за воду, за газ, а потом сравнивали. Так, в числе жизненных компетенций также не можем не отметить творческую компетенцию. Сюда можно отнести креативность, настойчивость, стремление к получению ожидаемого результата, участие в предметных неделях, в общешкольных и республиканских праздниках, инсценировках, конкурсах. И уроки СБО очень способствуют развитию этой компетенции. Вот как раз здесь мы видим, если в начале мы, конечно, в совсем младших классах мы практически, очень мало мы оречевляли своих действий, были какие-то музыкальные небольшие инсценировки, то сейчас мы уже участвуем и в конкурсах чтецов, получаем грамоты, участвуем в различных конкурсах чтения прозы, в художественных конкурсах. Вот здесь были даже отмечены дипломами наши ребята. Так. Нельзя обойти и воспитание бережного отношения к природе. Экологическое воспитание тонкой нитью проходит на уроках СБО в каждом классе. Это знакомство с правилами поведения в природе, в лесу, на лугу, на водоеме. Это и участие в различных экологических мероприятиях. Так. Участие в городском конкурсе по экологии «Земля, слезинка на щеке Вселенной». Так. Также участвовали в различных соревнованиях, таких, например, как всероссийские массовые соревнования российских азимут. В числе жизненных компетенций и практическая деятельность на уроках СБО, которая направлена на приобретение и усвоение новых знаний и практических умений, таких как пришивание пуговиц, заплатки, приготовление пищи, стирка и глажение белья и многое другое. Ежегодно ребята участвуют в различных выставках изделий. Вот здесь представлена фотография, как наши ребята участвовали в конкурсе Обилимпикс. Важным, конечно, является установление сотруднических отношений с родителями. Это немаловажное звено, очень важное, я бы сказала. Если правильно выстроена работа, то родители при плодотворном сотрудничестве с педагогом могут очень помочь в социализации собственных детей. Они помогают и поддерживают нас в любых начинаниях. Уроки СБО во многом интересны и полезны детям благодаря помощи родителей при подготовке материалов и инструментов для приготовления, при изготовлении блюд, при выполнении практических домашних заданий. Сейчас представим опыт работы на примере мероприятия «Поле чудес», проведенного совместно с родителями и посвященного истории и традициям народа Коми, охране растительного и животного мира Республики Коми. Было проведено такое большое мероприятие, конечно, проведена большая подготовительная работа. Так, в рамках этого мероприятия были на практике закреплены многие темы, пройденные на уроках СБО. Как я сказала, была проведена огромная подготовительная работа, подобран реквизит, коми-народные инструменты, была представлена коми-изба, люлька, пестырь, берестяной рюкзак, самовар. Дети были тоже у нас одеты, дети и педагоги были одеты в коми-национальные костюмы. Родители привезли коми-коврики, прялку, была оформлена выставка книг коми-авторов. Также совместно с родителями была представлена фотовыставка «Моя малая родина», о которой уже говорилось выше. Так вот как раз дети встречают гостей хлебом, солью и коми-пирогами. Как раз выставка «Нет родины краше. Моя малая родина». Так, мероприятие наше прошло полноценно. У нас был большой барабан,
Был черный ящик с призами, дети выиграли подарки. Также не обошлись мы и без творчества, танцевали коми-кадриль и отгадывали, конечно, зашифрованные слова. Был у нас и победитель, который получил приз. В конце мероприятия мы пустили клубок рефлексии, и родители, дети и педагоги все озвучили то, что понравилось, то, чему научились на мероприятии, и то, к чему стоит нам стремиться, чего бы хотели попробовать в будущем. Так, ну и, конечно, как обычно, всегда за чашкой чая из самовара попили чаю. В рамках этого мероприятия обучающиеся закрепили очень много тем, таких как любовь к родным местам, гордость за свой народ, любовь к своей семье, школе, городу, селу, формирование бережного отношения к природе, потому что здесь мы озвучивали, были задания о растительном и животном мире, о растениях и животных, которые занесены в Красную книгу Республики Коми. Воспитание уважения к труду, такая тема была тоже закреплена. Развитие интереса к традициям и промыслам народа Коми. Сервировка стола, встреча гостей. Рассмотрим, как формируются практические умения по приготовлению блюд. Работа строится по определенному алгоритму. Конкретно вот здесь мы можем рассмотреть это рецепт. Сначала мы запись рецепта, выбор рецепта, того, который подходит, подготовка продуктов, приготовление блюда, непосредственно само приготовление, сервировка этого блюда, защита своего продукта и, конечно, самое вкусное – это дегустация блюд. Вот как раз в этом году мы с детьми делали овощной салат. Мы распределили, кто какие продукты привезет. С родителями они эти продукты подготовили. Так. И по алгоритму, конечно, мы начали работу. Выбрали рецепт, который нам подходит. И нарезали, натирали овощи. Красиво украшали салат. Так. Ароматы стояли на весь класс. Вот салат готов. Отдельно мы к нему готовили заливку. И, конечно, угощались этим салатом. И не только сами, еще и угощали коллег и друзей, потому что салата получилось достаточно много. Также в этом году мы мариновали сами овощи, огурцы, помидоры и морковь. Тоже выбрали рецепт маринования, записали этот рецепт, подготовили овощи, подготовили банки. Каждый ребенок подготовил свою баночку. Все по технологии сделали, и в конце этой первой четверти сейчас у нас проходило родительское собрание. После этого мы, конечно, дегустировали то, что у нас получилось. Получились очень вкусные овощи, и родители даже попросили у нас рецепт. Так, среда общения. Очень важна эпизодическая работа. Это проведение вечеров, конференций, проведение недель, олимпиад и конкурсов, игры, акции, выпуск тематических газет. Подготовка к таким мероприятиям также часто осуществляется в рамках уроков СБО. Для овладения детьми со сложной структурой дефекта жизненными компетенциями нужно расширять зону общения, а не замыкаться в образовательном учреждении. Следует максимально расширять контакты детей с нормально развивающимися сверстниками и со взрослыми. Например, мы участвовали в творческом конкурсе в Максаковской библиотеке в прошлом году. Да, в этом 2019 году, были приглашены обучающиеся в библиотеку, обучающиеся школы, Максаковской школы номер 15 и нашей специальной коррекционной общеобразовательной школы номер 4 города Сыктывкара, где ребята показали свои таланты, читали стихи, пели жестовые песни, показывали инсценировки, они пообщались. Сначала общение было достаточно сложным, но к концу мероприятия общались уже все на равных. Поиграли, попили чай. Такие, конечно, мероприятия очень нужны и очень важны. Также в детской юношеской библиотеке была организована встреча с автором Эдуардом Востоковым, с нашими глухими обучающимися. Встреча прошла очень интересно. Автор интересно рассказывал о том, как он придумывает свои рассказы. Например, он научил, как бороться со своими страхами. Детям было на самом деле очень интересно. Он подарил и подписал нам свою книгу. И эта встреча с писателем, конечно, прошла на ура. Так, уже несколько лет в рамках уроков социально-бытовой ориентировки в нашем классе проходит подготовка к проекту «Лента времени», родословная. Родители вместе с детьми собирают информацию о своей семье, о предках,
оформляют древо жизни и папки с информацией о своей семье. В марте следующего года мы планируем защиту большого проекта «Лента времени. Родословная». Я надеюсь, что это будет очень интересный проект. Так, класс достаточно много путешествует, не только по нашей республике, но и по стране. Мы уже посетили такие города, как Москва, Санкт-Петербург. В Москве мы были уже 2 раза. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Киров. Непосредственно на уроках СБО проходит подготовка к этим путешествиям. Мы закрепляем правила поведения в транспорте, вместе с детьми приобретаем билеты, собираем сумки, планируем путешествия, выбираем, какие достопримечательности нам хотелось бы посетить. Конечно, мы закрепляем правила поведения в музее, в театре, в кафе, в гостинице, потому что уже многократно там были. С нами часто путешествуют и родители наших учеников. Поездки оказывают большую помощь в социализации наших детей. А без уроков СБО подготовить деток было бы очень сложно. Хочется сказать, что когда мы только начинали, самые первые поездки были, когда детки, у нас есть такие дети с ДЦП, кто прошел 100 метров и стоит, уже дальше идти не может, то постепенно теперь можно видеть уже то, что действительно проходим достаточно много, длительные большие расстояния. Так. В старшем звене также идет подготовка детей к выбору профессии. Об этом не сказать нельзя. Например, проходило посещение совместно с родителями автомеханического техникума. Конечно, дети готовы уже к взрослой жизни, готовятся. Так, и хочется сказать, что какими маленькими и мало что умеющими детки пришли, и насколько большая и дружная сейчас с родителями, педагогами и детьми стала наша семья сейчас. Это уже достаточно способные и умеющие очень много уже дети, выросшие дети, окрепшие. Социально-бытовая ориентировка – это достойное средство социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха и интеллекта. В заключение хочется подчеркнуть, что учебный предмет СБО ориентирован на развитие показателей социализированности обучающихся со сложной структурой дефекта. Важен системный подход к решению вопросов социализации школьников. Показана роль школы, семьи, общества в социальной и бытовой адаптации. СБО играет огромную положительную роль в повышении социальной субъектности выпускников. Так, и хочется закончить свое выступление словами известного немецкого педагога-дефектолога Шумана. Чем ниже уровень психического развития ребенка, тем выше должен быть уровень образования педагога. Спасибо вам большое за внимание. Все? Так, ну ладно.